Сегодня, 1 марта, во многих странах мира отмечается Международный день гражданской обороны, в том числе и в России. О том, как отмечают эту дату у нас в республике, расскажет Виталий Абрамов. Начало сотрудничества между Международной организацией гражданской обороны и Россией было положено в 1993 году. МЧС России стала незаменимым партнером МАГО. Ведомство оказывает организации помощь в реализации программ по развитию структур гражданской обороны в различных странах мира. История Международной организации гражданской обороны начинается с 1931 года, когда по инициативе нескольких государств в Париже была основана Ассоциация Женевских зон. Впоследствии ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны. В рамках празднования в нашей республике проходит целый ряд мероприятий, такие как тематические круглые столы в образовательных учреждениях, дни открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях и так далее. В частности, сегодня школьники посетили учебно-тренировочный полигон МЧС, где ознакомились с пожарно-прикладным спортом и как поддерживать свою физическую форму пожарные и спасатели. Бонусом для них стала возможность примерить на себя роль спасателя. Первые 2 метра меня окутывал страх. Ну и под конец уже совсем мне не было страшно, и мне понравилось. Кроме того, ребята смогли полазить на скалодроме. Дети реагируют очень оживленно, буквально выстроилась огромная очередь, чтобы попробовать все эти спуски. И дети с живым интересом расспрашивают спасателей о их жизни и их деятельности. Довольные школьники с неохотой собирались домой. Возможно, в будущем ряды сотрудников МЧС пополнятся именно этими ребятами. А те, кто уже на пороге будущей профессии, встретились с представителями РСЧС Якутии. Студенты кафедры защиты ВЧС Горного института интересовались спецификой работы в МЧС и сотрудников пожарной охраны. Кроме того, опытнейшему и любимому учениками преподавателю Егору Архипову была вручена медаль МЧС России. Степень готовности в республике постоянно в связи с тем, что мы являемся отдаленно, понимаете, с транспортными отношениями. За годы своей преподавательской деятельности Егор Петрович подготовил сотни, если не тысячи профессиональных кадров в деле гражданской обороны. Таким образом, по всей республике проходят подобные мероприятия, направленные на повышение готовности населения к самозащите в случае бедствий или аварий. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.